Первая детско-юношеская спортивная школа появилась в Нерюнгри в далеком 1979 году. Ей стала школа «Лидер», которая до сих пор живет и работает благодаря энтузиазму и трудолюбию людей, посвятивших себя детям. Сергей Докторов – тренер-преподаватель по легкой атлетике. В суровых климатических условиях он несет тепло своей души детям, показывая яркий пример ответственности и высокой дисциплины, удачно сочетая эти качества с человеческой добротой и отзывчивостью. У меня на данный момент 3 группы. Группа начальной подготовки, учебно-тренировочная группа 2-го года обучения и учебно-тренировочная группа 4-го года обучения. У нас постоянно рутинная работа, каждый день тренировки. И на данный момент мы готовимся к первенству Дальневосточного федерального округа, который пройдет в городе Хабаровске в конце ноября месяца. Вчера провели контрольную тренировку. И в основном дети любят ходить, бегать, занимаются. Легкая атлетика, название только легкое, а самое трудное из всех видов, наверное, спорта, потому что надо бегать как лошадь, прыгать как олень. Высокие результаты – это прежде всего регулярные тренировки и системные занятия. Любой спорт – это прежде всего дисциплина и неукоснительное выполнение заданий тренера. А при работе с детьми это вдвойне сложная задача для наставника. Но Сергею Дмитриевичу всегда удается найти подход к своим воспитанникам. Сергей Дмитриевич очень хороший тренер, он хорошо тренирует. В моментах строгий, но это для дисциплины. Места, да, были. Легкой атлетикой занимаюсь, мне нравится бегать, заниматься. Мы его все любим, и даже страшно, все-таки когда-то придется покинуть стадион и, соответственно, тренера. И страшно, не хочется. Даже самые юные спортсмены, занимающиеся у Сергея Докторова, понимают важность занятия спортом и, несмотря на тяжелые физические нагрузки, с удовольствием посещают все занятия, стараясь не пропускать ни одной тренировки. Я занимаюсь легкой атлетикой уже 6-й год. Почему я просто захотела пойти? Потому что мне нравится бегать, и, в принципе, мне с первого взгляда понравился тренер. Он же очень хороший, добрый, и веселый. Мне нравится Сергей Дмитриевич, он добрый, хороший тренер. Я уже хожу 7-й год на легкую атлетику. Мне нравится бегать, делать какие-то задания. Я уже хожу на легкую атлетику 3 года, и мне понравился тренер, потому что он добрый и требовательный. Если мы что-то делаем не так, то это надо обязательно исправить. Среди коллег Сергей Докторов пользуется заслуженным авторитетом, своим примером показывая, какое большое значение имеет работа с детьми и пропаганда среди них здорового образа жизни. Докторов Сергей Дмитриевич уже более 10 лет работает в спортивной школе «Лидер». Когда он пришел, в принципе, дети очень были, как говорится, довольны, и воспитал за это время большую плеяду спортсменов, которые участвуют на всех уровнях соревнований, начиная от республиканских до всероссийских. Также воспитал воспитанника, который принимал участие в «Детях Азии». Он хороший человек, но просто он своеобразный человек, который, немножко на своей волне. Поэтому что-то такое, как стандартное, сказать о нем, довольно-таки сложно. Но, тем не менее, он замечательный человек, хороший тренер, общительный, с чувством юмора. Дети тянутся к нему. Я думаю, что у него, как говорится, есть возможность воспитать больших спортсменов в легкой атлетике. Сергей Дмитриевич Докторов пришел к ПлюшА «Лидер» очень давно. Мы с ним знакомы очень близко. Как человек он очень искренний, трудолюбивый. Работу свою любит, можно сказать, на 5 баллов. Дети к нему идут, с желанием. Он отдает все свое внимание им на тренировках. Можно сказать, что даже делает больше, чем он может.
старается выезжать на соревнования хорошего такого достойного уровня, такие как там Дальний Восток, город Владивосток, там даже вот выступали они уже на чемпионате России, выводил ребят. Какие соревнования точно не помню, но там ребята его заняли призовые места, вроде даже серебряная и бронзовая медаль. С Сергеем Дмитриевичем знаемся давно, как с коллегой, как с охотником, рыбаком. Всегда поможет, подставить плечо. Ну, самые хорошие и искренние такие вот о нем чувства. Увлекаться спортом Сергей Докторов начал еще в детстве, что и предопределило его дальнейшую судьбу и профессию после окончания школы и службы в армии. Началось все с лыжного спорта. В политехническом институте я начал профессионально заниматься биатлоном. У нас в институте была секция, 2 тренера работали. Игнатов Александр Леонидович и Сибирков Анатолий Григорьевич. Вот. Я у них тренировался. Начал уже показывать результаты. И после первого курса поступил в Томской области, в город Колпашево, педагогическое училище. Отучился, в 91 году закончил и приехал в родной Сунтарский Улус, Сунтарская ДЮСШ, работал тренером, преподавателем по лыжным гонкам. Конечно, сначала было трудно, да, инвентаря так такого не хватало, даже, скажем, не было, поддержки тоже не было, все покупаешь на свои деньги. И мази, и парафины, там инвентарь, утюг, крепления, ботинки, лыжные палки, лыжи. Ну, вот. И родители своим тоже детям покупали. Так такого в 90-х годах на спорт внимания очень мало уделялось. И выживали. Действительно, начало трудовой деятельности Сергея Дмитриевича пришлось на тяжелое время, но любовь к детям и ответственность за их судьбу сыграли главную роль в решении продолжить тренерскую деятельность. Ну, в 90-х годах, конечно, можно было и в братву пойти, сила есть, здоровье есть. Но как бы верность своей профессии, верность лыжному спорту, бегу, любовь к детям, чтобы хотя бы несколько детей, подростков вытащить с улицы, дать им путь, большой спорт. С моих первых воспитанниц до сих пор бегают. Вот сейчас Полина Макарова, сейчас Слободчукова, она вот недавно выполнила мастер спорта международного класса в суточном беге. Вот. И на 100 километров она тоже выполнила мастер спорта России. Ветеран спорта уже, до сих пор бегает. К сожалению, от лыжного спорта в силу ряда причин Сергею Дмитриевичу пришлось отказаться, но он остался в спорте, начав тренировать детей в таком виде, как легкая атлетика. В 1998 году начал преподавать легкую атлетику, потому что очень большие деньги нужны были на лыжи. Лыжами занимаются только дети богатеньких людей, состоятельных людей. Вот. Лыжи стоят очень много, конечно, да. Поэтому перешел на легкую атлетику и начал тренировать легкую атлетику. По семейным обстоятельствам в 2010 году семья Докторовых была вынуждена переехать в Южную Якутию и начать свою трудовую деятельность в Нерюнгри. У нас была проблема с младшим сыном. Он плохо, не разговаривал до 3 лет. Но слышал хорошо, по-якутски все понимал. А вот разговаривать нормально не мог. Поэтому летом... В Нерюнгри же есть центр слуха и речи. Вот,
ну, и решили переехать сюда. Вот. Здесь, в Нюрнберге, у нас жила моя сестра родная. И она в центре слуха и речи в Суваге работала, поэтому были в курсе. Что тут есть. Да. Да. Мы за месяц все продали. Дом продали. Я, как всегда, был в лагере в кемпинге. За 2 недели я все продала, короче. Ну, Да, собрала все. Потом, когда приехал с лагеря, сразу сели в машину и приехали. Да, ради родного сына, ради... Ну и плюс к этому, как бы сказать, развитие своих детей, да, старших. Первое время я работал в районной администрации, в отделе физической культуры и спорта специалистом. Там отработал уже 4 года. И когда Александр Анатольевич уехал, мне предложили заняться тренерской работой. Андрющенко Анна Болеславовна тогда была директором спортивной школы. Пригласила, я согласился. И вот начал работать в 2014 году. Начал работать. Вот. У нас в Нюрнберге это уже хорошие условия, стадион крытый. И рельеф Нюрнберг стоит над уровнем моря 850 метров. Это тоже очень помогает, когда мы спускаемся в равнину, и легче дышится. Да, преимущество в этом тоже есть. Преимущество в стадионе есть, преимущество в системе подготовки, преимущество в методике проведения тренировок. Вот. Ну и самое главное, поддержка со стороны администрации школы, со стороны администрации района. За время работы через тренировки Сергея Дмитриевича прошли 1000 ребятишек. Большинство, конечно, в большой спорт уйти не рискнули, но есть и те, кто профессионально продолжил заниматься легкой атлетикой и до сих пор с теплотой вспоминают свои первые шаги под руководством любимого тренера. Самый, сейчас результативный большой спорт пошла Наталья Леонтьева, Сунтарский улус, с моего родного села. Она тоже мастер спорта международного класса, чемпионка мира по горному бегу, многократный чемпион и призер Российской Федерации, российских соревнований. Вот до сих пор бегает. Сейчас она перешла с 5, она длинные дистанции бегала, 5, 3, 10. Сейчас она перешла полумарафон и марафон. Сейчас бегает марафон. Вот. Один мой воспитанник в Якутске работает тренером-преподавателем ДЮСШ номер 5 по легкой атлетике, спортивная ходьба, мастер спорта по спортивной ходьбе. Вот. Такие еще есть, который меня заменил в Сунтарах, Слюсар Михаил, кандидат мастера спорта по легкой атлетике. Он также еще выступает по национальным видам спорта. Масс-рестлинг выступает в национальном пятиборье. Ну а нынешние воспитанники Сергея Докторова, вдохновленные успехами и тренера, и прошлых выпускников школы «Лидер», тоже стараются показать свое мастерство на различных соревнованиях. В этом году были Дети Азии, к нему очень долго готовились. Не долго, а 2 года готовились. В этом году в целях этих подготовки к Детям Азии тоже выступали на отборочных соревнованиях, первенствах Дальнего Востока, первенствах республики. Мой один воспитанник Антонюк Владислав, он в этом году в феврале месяце в Санкт-Петербурге на всероссийских соревнованиях занял 2 и 3 место. На 400 метров 3 место, на 800 метров 2 место занял.
Про первенство республики по разным возрастам мы ездим. Да, ездим на Дальний Восток, ездим в Владивосток на всероссийские соревнования у нас на Дальнем Востоке. В 22 году в Владивостоке проходили тоже Дети Азии, да, которые перенесенные в связи с коронавирусом. Артем Балан, мой воспитанник, на 400 метров с барьерами занял 2 место. И девчонка Клименко Елизавета заняла 4 место. Вот. Хороший результат показали, выполнили разряды. Артем еще в конце года попал в 10 лучших спортсменов детей республики. Вот. Перед детьми Азии вот, в Владивостоке в апреле месяце проходят всероссийские соревнования. И вот мы ездили туда в целях подготовки к детям Азии. Туда тоже целая команда ездила, 12 детей возил. И все 12 детей вернулись с медалями. Мы привезли тогда 21 медаль. Несмотря на то, что профессия спортивного тренера обязывает быть строгим к своим подопечным, возвращаясь с работы домой, Сергей Дмитриевич становится совершенно другим человеком, окружая заботой и любовью своих домочадцев. Не такой он дома. Он уставший приходит оттуда, все выжившие. Я тут командую парадом. Нет, он дома всегда чуткий, добрый. Детям хорошо относятся, прям балуются. Особенно дочку и младшего сына. По дому все делаем. Все, да. Я рос в многодетной семье, там 8 детей, 6 парней, 2 девчонки. Поэтому мама воспитала так, что мы делаем все. Даже можем и приготовить, наготовить, почистить, убраться, все быстренько, все. И, ну, все лето делали все, и дрова колоть, заготовка дров, заготовка сена, заготовка льда, там все. И дома тоже по дому, конечно, все убирается. Как и в любой дружной семье, у Докторовых есть свои традиции, которым они стараются следовать. 22 мая, день Святого Николая, мы всегда Николин день выезжаем на природу, на шашлыки. Это всегда было. Это у нас традиция. И встреча лета, да. Встреча лета. И всегда мы активно участвуем на национальном празднике СССР. Мы любим это. Нам нравится вот ходить в национальной одежде, готовить блюда национальные. Варвара Митрофановна всем шила национальные костюмы. Вот, и детям, и мне, и себе, и дочке, и сыновьям. И вот на национальный праздник СССР мы одеваемся. Не только на СССР же, у нас другие мероприятия тоже же. Ну, и отмечаем праздники. Кроме этого, семья Докторовых принимает самое активное участие в общественной жизни Нерюнгринского района, принимая участие во всевозможных конкурсах и мероприятиях, как творческих, так и спортивных. Например, Сергей Дмитриевич – неоднократный победитель конкурса «Строганины». Строганина – это как истинная еда северян. Вот, мы с малых лет учились строгать рыбу, жеребятину. Вот. Ну и испокон веков уже, как бы сказать, руки набиты. Вот. Когда работал в администрации, вдруг мне предложили выступить за районную администрацию. И вот тогда я выиграл первый раз. А потом на следующий год уже с семьей выступили. Вот. И
сколько мы, 3 или 4 раза выиграли. Подряд. Ну, подряд, да. Да, подряд выигрывали. И потом как бы дали дорогу молодым. Сейчас мы отказываемся. Ну, пусть молодежь тоже выступает, показывает себя. Ну, еще выступали с семьей, то как отец и сын. Районные мероприятия. Агакуряга называется. Да, ну, по-якутски Агакуряга. Вот. Тоже 3 года подряд. 3 года подряд со старшим сыном выиграли. Еще 2 раза участвовали в финале в республике. Одним из главных хобби Сергея Докторова являются традиционные для жителей Якутии охота и рыбалка. Да, охота – сильное хобби. Каждый истинный якут ждет весенняя охота на уток, рыбалка, осенью муха на карася. Ну, и, конечно, и летом на тугунка, рыбалка на тугунка. Ну, осенью тоже на перелетных птиц охотимся. Осенью охотимся вот на оленя, ну, на лося, на глухарей. Один раз мне пристало, да, ну, получилось, мы стрельнули медведя, охотились на медведя, и Байнай нам дал. В Нерюнгри здесь как бы живности, дичи много. Здесь бы только время было и техника была, чтобы ездить туда. Рыбы много, но тоже далеко, конечно, не уедешь на выходные. Только во время отпуска или взять отгулы, ездить. Супруга Сергея Дмитриевича, Варвара Митрофановна, тоже очень много времени уделяет своему хобби. Это прикладное искусство, вышивка и изготовление декоративных предметов. С 2014 года работала в ДЦП-центре, в центре инструктором по труду. И там очень мне понравилось делать всякие поделки. И вот занялась вот именно, оформляла чашки вот такие вот. Это первая моя работа, вот первые работы, а остальные я все подарила. Так, еще вот такой вот домик чайный, тоже оформляла. Очень много делала тоже. А это мы с сыном, еще когда он маленький был, только-только начала работать тестом. Вот такую вот картинку сделали. Во время коронавируса делать было, ну, как бы незачем заниматься, поэтому мы вот стали вот такими картинками увлекаться. И именно нам нравится вот именно на якутские темы. Я занимаюсь вот рукоделием. Шью иногда, вот делаю вот туески делаю, вышиваю. Вот так вот. Вот такие вот, это чипарат называется. В свободное время мы очень любим играть национальные игры. Кабылы, Камыска. У нас в семье у каждого есть своя именная вот Кабылы и Хамыска. Мы всегда участвуем в соревнованиях по Хабылы Камыска, всегда занимаем призовые места. И неудивительно, что у такой многогранной, сплоченной и любящей семьи все цели и планы на будущее связаны исключительно с родными и близкими людьми. На следующем году в отпуск хотим всей семьей съездить на море. Самый ближайший на Новый год в Хабаровск детям. Там, ну, дочка живет. Сын учится там. Сын учится, младшенький. И вот мы на Новый год туда поедем, отдохнем. Летом всей семьей тоже поедем куда-нибудь на море. Вот. Хочется прям. Ну, как бы сейчас мы на пенсии, и вот тоже немножко хочется сельской жизни. Построить домик в селе каком-нибудь, ну, в Сунтаре, может, в Верхнеулюйске. Может, где-нибудь под Якутском. И на пенсии, когда выйдем, чтобы там заняться огородом, отдохнуть. Вот.
планы, что помочь детям, да, окончить учебу, встать на ноги, тоже, чтобы помочь квартиру купить, дом построить, да. Вот такие планы у нас пока. Спорт и не только объединяет всю семью Докторовых. Дети и жена Сергея Дмитриевича понимают всю полезность совместных занятий и прогулок и ведут здоровый образ жизни, ведь от этого зависит и настроение, и успехи во всех начинаниях.